Итак, господа, давайте знакомиться с бойцами. Справа от меня находится боец, которому 19 лет. Его вес 66 килограмм, рост 179 сантиметров. Профессиональный рекорд 4 победы, 0 поражений, 0 ничьих. Его достижение: он является кандидатом мастера спорта по грэпплингу. Представляет клуб «Боец», его тренер Бейшеев Ханыбек. Встречайте, Руслан Улу Алмаз! Также слева от меня находится боец, которому 22 года. Его вес 66 килограмм, рост 176 сантиметров. Профессиональный рекорд 2 победы, 0 поражений, 0 ничьих. Боевые достижения: кандидат мастера спорта по ММА, представляющий клуб Лига Зулпукар. Его тренер Раймкулов Амантур, Раймкулов Нурбек. Боевой псевдоним Акула. Встречайте, Мусабаев Аджибай! Приветствую друг друга. Правила знаем, не нарушаем, активно защищаемся. Обоим удачи. По углам. Пятая пара в F121 Selection Grand Prix. И на ваших экранах боец в синем углу Алмаз Руслан Улу. Против него Аджибай Мусабаев в красном. Предыдущий поединок подарил нам массу эмоций. Только что ринг-анонсеры объявили нам, что сегодня вместе с нами под куполом цирка находится наша мировая звезда Валентина Шевченко и ее тренер Павел Федотов. Вот такие высокие гости посетили этот турнир. Возвращаемся в октагон. Сейчас попытка была ударить ногой у Алмаза. Его ногу схватил соперник, совершил бросок и физически кажется сильнее Мусабаев по сравнению со своим соперником. Что касается Алмаза Руслан Улу, то его тренером является Каныбек Бейшеев. Каныбек, если ты нас слышишь, тебе тоже привет. Пока его подопечный обороняется в этом случае. Бросок был хороший до этого момента у Аджибая Мусабаева. Пока развить успех у него не получается. В таком положении оказались, в гарде находится Аджибай. Давайте посмотрим, что предложит его соперник. Пытается освободиться Аджибай. И удар проходит в голову соперника. В такой, вы знаете, полупозиции пока находятся. Они непонятно, что будет предлагать сопернику Мусабаев. Вроде удерживает соперника снизу, но при этом таких активных действий не предпринимает. Пытается, конечно, нарастить успех. Попытка есть, но таких ударов либо в корпус, как было в поединке третьей пары, такого нет. Можно было бы поработать двоечки, троечки в корпус, в голову, но этому активно мешает соперник Аджибая Алмаз Руслан Улу. Снова встал Мусабаев. Наносит удары он сверху. Вновь удары проходят. Уже 3 или 4 удара пропустил Алмаз. Еще один удар он пропускает. Еще. Разгорячился у нас зрительский зал. Аплодирует каждому движению исполнения Аджибая. Конечно, заводит любителей ММА его действия. За этим вообще люди приходят сюда, за эмоциями. Выплеснуть, может быть, негативную энергию, негативную реакцию, эмоции. И такими чистенькими поехать домой. Ну что ж, вышел из такого плохого положения Алмаз. Сейчас, по-моему, была попытка ударить ногой. В пах пришелся удар. За это замечание Аджибаю делает рефери в ринге Садык Аширов. И теперь уже сверху находится соперник Аджибая. Теперь оба встали. Может быть, сейчас нам предложат бой в стойке. 2 минуты. Разворот
с ударом был. В этот момент разворот делал его соперник. Очень много сил потратил боец в красном углу. И может сейчас сделать треугольник. Этот прием не проходит. Вновь выскочил Мусабаев. И через считанные секунды мы услышим на перерыв. Ну что ж, по итогу первый раунд остался за бойцом в красном углу Аджибаем Мусабаевым. Множество ударов он нанес в том углу, в дальнем от нас. Честно, в первом сете 4 удара пропустил, затем еще 2 или 3. Однозначно, пока по итогу первых 4 минут преимущество у Мусабаева. Посмотрим, что будет дальше. Я уверен, что нас ждет не менее знаменательное такое зрелище во втором раунде. Ошентип экинчи раунд башталды. Бул 5-ші жұп Гран-при ВЕФ 121 жана чындыгында бул селекшн, андыктан да ушул 66 килограмм салмактагы албетте топ мушкерлер жок болсо дагы, бирок өтө татыктуу, кызыктуу таймаштарды бул мушкерлер бизге сунуштап атат. Алмаз Руслан уулу ал демек кызыл бурчтан чыккан жашыл чолокшун менен таймашты өткөрүүдө. Ал эми Аджубай Мусаев, ал болсо тагыраак Аджубай Мусаев да ушул демек жашыл чолокшун менен азыр хайкик, бирок албетте бир аз блоко тийип калды. Болбосо мындай соккулар менен терең нокаутка кетирсе болот. Азыр мидл кик ич талаштыра соккуну узатты. Албетте Алмаз Руслан уулу экинчи раундда демек өзүнүн ушундай демек дымагын көрсөткөнгө аракет кылып атат. Буга чейин дал ушул биринчи демек торчодо 4 мушкер демек чейрек финалга чыкты. Алар Акбар Абдуллаев, ошондой эле Эрбол Жолдошбеков, Темирлан Айбашев жана Кыялбек Келдибай уулу дал ушул мушкерлер демек чыкты. Алар Гран-при чемпиондук үчүн болгон бетешин улантат. Ал эми утулуп калган мушкерлер, аларды дагы эсиңизге салып өтөлөр. Көргөндөр ким чыкты калганын эфирге жаңы кошулгандар билбей калышы ыктымал. Өмүрбек Токтали уулу Акбар Абдуллаевка утулду. Андан сырткары демек Ерлан Ташболот уулу ал Эрбол Жолдошбековго жеңишти алды. Азыркы соккуну карап көрүңүздөр. Ушундай жалгыз сокку, бирок бир топ кубаттуу. Азыр болсо эки талаштыра. Бул жерден Аджубай Мусабаевдин артыкчылыгы ошентип эми кармашып, акырындап демек партерге которуу аракети азыр көрүлөт болушу керек. Алгачкы аракет ишке ашкан жок. Биринчи раундда байкадыңыздар, ошондо партерден аз жерден 3 пуштук ыкмасын колдонуп кете жаздаган. Азыр болсо оң буту менен тизеси менен демек башталаштыра бир сокку узаткандан кийин албетте таамай болгон. Так толук максатына жеткен жок. Башын бир аз тартып кеткенге жетишти. Андан кийин активдүүлүк бир нече секундтан бери орун алып элек. Торчону кармаганга болбойт. Садык Ашырбаев албетте аны көзөмөлгө алып турат. ВЕФтин ардактуу демек калыстарынын бири. Муун тутмасы бул жерде колдонгонго аракет жок. Жана партерге ошентип которуп алды атаандашын. Бул Алмаз Руслан уулу өтө динамикалуу, интенсивдүү таймаш орун алып атат. Функционалдык даярдык демек 3-чү раундга чейин жетет болду экен. Урматтуу көрөрмандарына 4 мүнөттөн болуп атат, 5 мүнөт эмес. Анткени бул Гран-при жеңишке жеткен мушкерлер кийинки баскычта кайрадан октагонго чыгышы керек. Ошондуктан алардын кандайдыр деңгээлде физикалык абалын ушул финалга чейин сактап калуу үчүн болгон бул уюштуруучулардын ушул ВЕФтин жетекчилеринин демек чечими. Бул албетте кандайдыр деңгээлде көрөрмандар үчүн дагы жакшы. Канчалык таймаш динамикалуу болсо, кызыктуу болсо ошончолук жакшы. Эгерде мушкерлер чарчап чалыгып демек кийинки баскычтарда жарым финалда, мисалы үчүн финалда өздөрүнүн талантын толук көрсөтө албай калса, бул дагы
бир аз турнирдин кызыгуусун жоготмок. Дал ушул нерсенин баары демек эсепке алынган. Азыр мына торчодо кадимкидей ишенимдүү көзөмөлгө алып турат. Тизе менен соккузатканга аракет кылып көрдү Алмаз Руслан уулу. Бири-бирине бир топ жакын таймаш болуп атат. Көз көрүнө кайсыл бир тараптын ачык артыкчылыгы жок. Андыктан кал стартовуна кандайдыр бир маселе жаралышы ыктымал эгерде ушул темп менен кете турган болсо. Бирок буга чейин көрдүңүздөр, албетте бир гана беттеште жеңүүчү калыстардын чечими менен аныкталды. Бирок анда деле көз көрүнө кайсыл бир тарапта артыкчылык бар эле. Ошентип кезектеги экинчи раундду жыйынтыктадык. Ал эми мушкерлер жакшы эле үчүнчү 4 мүнөткө сактап калгандай болду. Мына хайкик. Бойцы в октагон. Бойцы, заходим в октагон. Вот так, друзья, нас ждет замечательный, уверен, захватывающий третий завершающий раунд этого поединка. Второй раунд оказался равным. На ваших экранах сейчас Аджибай Мусабаев, представитель клуба «Лига». Его тренерами являются Раим Кулов и Амантур Иннурбек. Его соперником, еще раз отметим, является Алмаз Руслан Уулу из клуба «Боец». И его тренером является Канабек Бишеев. Канабек Бишеев сам еще действующий спортсмен. Вы знаете, Бишеев всегда побеждал во всех своих поединках за счет опыта, умения, старания, мастерства. Я думаю, именно такой мастер, такой тренер может поставить Алмазбеку Руслан Уулу и борьбу, и вы знаете, бой в стойке. Абсолютно уверен. Сейчас оба бойца очень хорошо действуют в стойке, но уверен, что в партере тоже очень хорошо действует Алмаз Руслан Уулу. Но вот в первом раунде в этом компоненте был сильнее его соперник Аджибай Мусабаев. Сейчас он активно действует. Удар прошел. Удар в корпус от Алмаза тоже прошел. Попытка бороться. Сейчас мы увидим бросок. Тоже будет активнее. В этом компоненте сейчас более лучшей позиции, если можно так сказать. Условно лучшей позиции находится Аджибай Мусабаев. Пытается он сделать бросок, совершить, но активно ему мешает Алмаз. Алмаз совсем молодой боец, ему 19 лет. Его профессиональный рекорд: 4 поединка, 4 победы, 0 поражений, 0 ничьих. Его соперник на 3 года старше. У него 2 победы при нулевых показателях в графе поражение и ничья. Пока отошли от клетки. Что предложат бойцы друг другу? Меняет свою стойку с левосторонней на правостороннюю Алмаз, но это пока ни к чему не приводит. Попытка броска от Аджибая Мусабаева ни к чему не приводит. Сейчас бойцы совсем близко от нас находятся. Активно сейчас помогают и тем, и другим болельщики. Бросок такой не очень чистый получился, корявенький, и поэтому на ногах устоял Алмаз Уулу. Такого чистого результата мы не увидели.
Ну что ж, 1,5 минуты остается до завершения заключительного раунда, третьего. И практически рядом с нами сейчас находятся бойцы. Можно почувствовать их дыхание. Устали очень сильно оба бойца. Попытка бросить в исполнении Алмаза. Ну, действительно устали. Я думаю, чистого броска в этом случае мы не увидим. Можно в этом случае сказать о том, что, скорее всего, попытается завалить своего соперника. Попытка эта увенчалась, не знаю, успехом или неудачей. Сверху оказался соперник Алмаза Аджибай. Наносит удары. 2 удара точных я отсюда насчитал. И остается порядка 40 секунд до завершения этого раунда. Очень устал и Аджибай. А сейчас он находится в более выгодном положении сверху, но наносить удары ему очень сложно. Видите, вот удары, такие постукивания, я бы сказал. Работа по корпусу не ведется. Попытка скинуть неудачная от Алмаза. Сверху по-прежнему находится Аджибай. Сейчас на секунду попытался остановить или обратился к сопернику, рефери в октагоне. И вместе с гонгом последний удар свой наносит Аджибай Мусабаев. Давайте дождемся решения арбитров. Что они решат, на мой взгляд, активнее, конечно, был Аджибай Мусабаев. Но опять же, это мое субъективное мнение, которое я навязывать никому не буду. Смотрим за этим эпизодом. Вот по нисходящей с этого ракурса показалось, что все-таки достал соперника Мусабаев. Нанес удар. Такой неплотный получился, но удар все-таки пришелся в голову. Мы пока смотрим моменты третьего раунда. Концовочка осталась, конечно же, за Аджибаем Мусабаевым. В ринге лишь он один. Его соперник, по-моему, октагон покинул. Да, временно он покинул. Вернется ли он? Вопрос. Может быть, сейчас объявят победителя без его участия. Так, конечно, делать нельзя. Должен вернуться боец.